всех гидов вызовет затруднение, если вы спросите, где тут. А его много, этих центров, да, их, вернее. Их на самом деле, да, много. Например, есть центр старого города. Это Дейра с традиционным золотым рынком. Этот центр есть нового Дубая. Вот он, пожалуйста, мы прям тут крутимся уже полчаса, да, даже больше. Дубай-Марина. Есть центр делового Дубая, где мы закончим нашу экскурсию сегодня. Сейчас я про нее расскажу, да. Это Дубай-молл с прилегающим районом Бизнес-Бэй. Даже название само говорится за себя, да. Это такой вот офисный район в основном, да? Вот, то есть у Дубая много всяких центров, много, стало быть, таких вот разных городов, объединенных одним именем Дубай, да, можно сказать и так. Вот такие три замечательные объекта, значимые и знаковые для Дубая. Это Бурдж-Аль-Араб, арабская башня. Да, вообще, благодаря Дубаю слово «бурдж», башня, вошло во все языки мира. Это семизвездный отель, символ города, конечно. Для такого города, как Дубай, необходимо. Называют еще арабской Венецией, в силу того, что комплекс, который там находится, мы посещаем его, он прорезается каналами. 4 на роль 8-го чуда света. Это искусственный остров, полностью искусственный, да, построенный в виде пальмы. Ну, конечно, такие объекты, вот как Пальма или как Дубай-Марина, лучше смотреть издалека. Это требует панорамного обзора, панорамных видов. Или, ну, как-то с высоты, что ли. Вот мы увидим с вами отель «Атлантис». Там, опять же, да, фотографическая такая сессия. Ну и после этого мы с вами приедем сюда обратно, вот в этот район, да, и сядем на лодку. На лодку уже сядем в Дубай. У нас будет за торговым молом Марина Молл. Такая кругляшка, круглое здание. Вот на него мы, ну, за этим зданием мы садимся на лодку и где-то час 20, там в зависимости, да, от того, как приходят на лодку другие группы, мы отчаливаем и, стало быть, да, проводим свою программу на лодке. Ну, там у нас будет ужин, шведский стол, все хорошо, да. Тем более, что уже стемнеет, пока мы будем там находиться. И поэтому вот этот вот район, да, он будет явлен нам в совершенно другой ипостаси. Все будет большой, так сказать, иммиграцией. Ну как, люди приезжают сюда, снимают квартиру, понимают, чем чреваты эти пробки, потери времени, и уезжают, снимают квартиру в другом районе. То есть вот это самый большой процент мигрирующих таких вот, да, арендаторов. На самом деле не очень удобно жить, потому что, видите, ну, жить невозможно без машины, да, а вот даже если у вас, ну, парковка внутри дома, как обычно это бывает, вот 10 метров до дома, казалось бы, а едешь 5 километров накручиваешь, да, до своего дома, еще через все эти светофоры, через эти пробки, то есть это не очень удобно. Вообще, если копнуть еще глубже, то в архитектуре, надо сказать, есть два подхода всего лишь, да, к строительству городов, скажем так. Социологический и урбанистический. Это давний спор, да, со времен еще Кампанеллы, город солнца, вот это вот все, да. То есть социологически он предполагает постройку городов, вот, ну, средневековые города, вспомните, маленькие улицы, кривые какие-нибудь такие, да. Они, ну, не особо как бы ярко смотрятся, но тем не менее в них есть определенный уют. Люди строили эти все дома без планов, без всяких, да, просто удобно было жить в этих городах. Вот сейчас мы воспринимаем это некое, да, как вот такой вот, да, городской урбанистический уют. Вот. А урбанистический подход, он предполагает совсем другое, как бы, видение. Город должен быть красив издалека. И дело 10-е. Удобно ли в нем будет жить? Вот пример вот такого, да, урбанистического подхода, это как раз вот Дубай-Марина. Просто вот стопроцентное попадание, да? Ну, а история этого города сама по себе, она восходит к 1833 году. Не так давно. У нас уже было восстание декабристов, а здесь только все еще начиналось, да? В 1833-м сюда приходит бедуинское племя, конечно, под предводительством Мактумов. Это правящая династия по сей день. И они основывают здесь свое поселение. Так пишут все путеводители.
лукавят немного, не договаривают, потому что бедуины ведь сюда пришли не на пустое место. Деревня, куда они пришли раньше, называлась Айвайсл, соединение. Просто их было много, их было 800 человек против 40, кто жил в этих. Дубай, Саранчушка в переводе. Дибба, Саранча, есть такой, кстати, город в районе Фуджейра, да? А Дубай это уменьшительно-ласкательное от этого вот, да, слова, Саранчушка. Что же их так вдохновило на это переименование? Ну, пришли, увидели колодцы, саранча вокруг прыгает, она любит всякую влажность, да, влажную почву. Вот, и это вот настолько их воодушевило, что они решили увековечить имя этого насекомого в названии своего городишки. Саранча была деликатесом, как во многих странах Южной Азии по сю пору. Где-нибудь во Вьетнаме поджарят, принесут источник хитина, чистый белок. Иоанн Креститель, кстати, всю жизнь ел акриды, по-русски это саранча, да, и дикий мед. Не чужд был человек восточных деликатесов. Да. Надо сказать, что в этой стране, помимо Дубая, если мы первый раз сюда приехали, здесь еще есть 7 городов. 8 в итоге городов в этой стране, да, таких больших, которых можно назвать городом, 8. И 7 эмиратов, да. Вот у нас небольшая, может быть, путаница в голове. Дубай мы воспринимаем как только город, а ведь это еще и Дубайская область. Просто они называются одним словом – Дубай. Путеводители опять пишут: площадь Дубая 4500 квадратных километров. Что мы думаем при этом? Огромный город, на вроде Москвы, да? Так ведь имеется в виду, и это не, в этом нет ошибки, как бы, да? Дубай имеется в виду область дубайская, конечно. Площадь Дубая, она небольшая, около 130 километров всего лишь. То есть это довольно вытянутый вдоль побережья город. В основном он идет по побережью, он вытянут на 60 километров, да? А вглубь пустыни он идет, ну, километра на 2-3 от силы. Да? Вот, так вот, помимо Дубая здесь еще есть, да, 6 областей, да? В стране-то 7 всего лишь, да, таких субъектов федерации. Вот, Дубай просто один из них и самый такой густонаселенный город, да? До ковида здесь проживало 2,5 миллиона человек. Ну, а сейчас, говорят, уменьшилось это число, да? 2 миллиона 200 населения сейчас составляет, да? Но все равно он остается самым большим. На втором месте в этой стране это Шарджа, 1,5 миллиона, и Абу-Даби на третьем месте, 1 200 000. Вот 3 крупные города. Вообще, надо сказать, все города, кроме Аляйна, они находятся на побережье. Аляйн — это единственный город, который находится в пустыне в оазисе Аль-Бурайми в Эмирате Абу-Даби, который является самым большим по площади Эмиратом. Да, его площадь 67 000 квадратных километров. Вся страна 83 600. Вот представьте, да, 67 000 это вот только один Абу-Даби, Эмират. Да? Больше 2/3 страны. Ну вот. На втором месте по площади Дубай. Но по населению Соловейджан первый. И если уж я тут говорю вам всю эту статистику, надо сказать, что это самый неместный город. Вот в Дубае меньше всего местных проживает. Их всего лишь здесь 180 000. Даже британцев больше. Официально здесь проживает 200 000 британцев. Мы просто, может быть, их не видим, но они тут есть, конечно, да, довольно много. Вот. Самая большая концентрация местного населения – это, конечно, Абу-Даби. Да. Ну и давайте я закончу с этими цифрами, потому что, если вы позабудете, то можете в любой момент меня спросить, я уточню, да. Все население страны 9,5 миллионов человек. 9,5. А местных 1 200 000. Всего лишь. То есть вот 8 миллионов это все люди приезжие. Приехали они сюда поработать, да, заработать и уехать обратно в свою страну. Первая такая, самая многочисленная миграция, это, конечно, Индия. Наверное, вы это заметили. Хотя в этом районе в основном белые мигранты живут. Тут очень многие
люди снимают недвижимость, и традиционно Дубай-Марина – это место проживания белых иммигрантов. Очень много британцев, голландцев, немцев, канадцев. Да. Очень много здесь казахов проживает, кстати. Да. Если брать СНГ, то вот Казахстан больше даже казахов, чем русских, кто купил здесь недвижимость. Весь район был построен одномоментно, в конце 90-х годов. Да. Здесь вот в 2007 году, когда я сюда приехал, здесь была одна сплошная стройка. И даже этой стройкой они попали в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь была самая большая концентрация башенных кранов в мире. На втором месте был Шанхай. Ну, Шанхай даже и с Дубаем не сравнить, да. Там 20 миллионов, здесь в 10 раз меньше, да. Ну вот по кранам, да, по их концентрации Дубай был номером один. Вот. На втором месте, если говорить про иммигрантов, это, конечно, Пакистан. И на третьем месте Филиппины. Дело в том, что, видите, каждая вообще иммиграция, ну как каждый народ, приехавший сюда, он занимает определенную рабочую нишу. Это так, просто для вашего интереса, да. Пакистанцы, например, водители такси, вообще водители в целом, да, вот большие машины, вот эти автобусы, это все в основном Пакистан. Филиппинцы работают в сфере услуг, в магазинах, в ресторанах, в трехзвездных отелях. Вот наши люди, СНГ, я имею в виду, казахи, украинцы, русские, белорусы, работают там, где нужно работать лицом. Это ресепшены пятизвездных отелей в основном и дорогие бутики. Вот, например, галерея высокой моды в Дубай-моле, там одни сплошь наши люди из СНГ. Да. Казахи, узбеки, русские, все. Русскоговорящие, в общем. Ну а индийская миграция, в силу того, что она самая большая, она самая разношерстная. Есть очень богатые индусы, есть, конечно, и бедные, которые вот на стройках работают за $300 в месяц. В основном мы их и видим как раз, да. Но имейте в виду, 80% иностранных инвестиций в Дубай, они идут из Индии, даже не из наших стран. Ну, хотя из Казахстана тоже очень много. Вот здесь, в Дубай-Марине, есть отель «Риксос». Наверное, вы видели его, да? Это собственность господина Назарбаева. Да? Вообще все «Риксосы» в Дубае – это Назарбаев. Ну, или члены его семьи. Вот. Но, тем не менее, Индия – это номер один здесь. Да? По инвестициям. Например, в Бурдж-Халифе, этот объект мы посещаем с вами после лодки, да, как раз Дубай-молл. Так вот, в Бурдж-Халифе целый этаж был выкуплен индийским миллиардером. Никто даже из наших не мог себе этого позволить. Там $35 000 стоил квадратный метр. Ну, я даже не знаю, сколько там метров, это целый этаж, да, там несколько апартаментов. Да, я вроде как переметнулся вам говорить, да, про Дубай и не сказал, что окончание нашей экскурсии, да, будет именно в Дубай-моле. После лодки. Мы там проведем с вами 2 часа. Ну, не бойтесь, время пролетит незаметно, потому что ведь не все из нас пойдут на башню, да, только 4 человека из группы, по-моему, вы, да, вот вы идете на башню. А все остальные, ну, там можно погулять, поглазеть, сейчас скидки тем более. Вот к скидкам сразу говорю, осторожно относитесь, тем более в Дубай-моле. Они могут нарисовать все, что угодно, зачеркнуть и новую цену со скидкой, которая, в общем-то, в итоге получается дороже, да, месячной давности цена. То есть это такое есть, конечно, есть. Да. Тем более сейчас, когда все вот хотят как-то компенсировать вот этот простой, этот ковидный, да, этого коронабесия, да, каким-то образом урвать. Так что вообще многие спрашивают меня про подарки, где их купить, сувениры. Вообще даже не заморачивайтесь. Я советую вам оставьте это все дело на аэропорт. По-любому ведь, да, будете в магазины эти ходить. Там дешевле, там свои скидки. Качественный товар, да. Если даже брать финики,
лучше не в магазинах, да, а там вот, ну, в силу потока, там очень как бы, большой объем они продают, и на финики те же финики. Там и скидки, и они свежак, свежие очень. Да. А на золото цена, кстати, дешевле всего в аэропорту. И причем золото там почти всегда 18-каратная проба. Здесь в городе мало того, что можно нарваться на дериванты этого золота, так еще оно и 22-каратной пробы. В принципе, эта проба выше, да, по идее она как бы получше качеством. Но у нас она не в моде. В наших странах это очень желтое золото, прямо краснотой отдает. Вот такое индийское золото, так называемое. Вообще, знаете, как высчитывать караты? Нет. 24 карата это 100% золото. Но такого нет в природе. 99,9, да? 24 карата. Вот 18 карат, это, например, 18 частей чистого золота и 6 частей лигатуры в этом золоте, то есть примесей. То есть на метрическую систему это 750-я проба, 75% золота. Да? Ну, 22 карата, это стало быть 900 там какая-то проба, но, повторяю, это золото такое, но довольно желтое. Вот с правой стороны видите эстакада метро, красные срезы столбов, да, на котором держится эта эстакада. В основном наземное метро, оно было открыто в 2009 году. Функционирует две ветки, это красная, да, красная была открыта как раз в 2009 году. Вот смотрите, как подгадали, 9 сентября, 9:09, да, и на этом не остановились. В 9 часов, 9 минут, 9 секунд открыли красную ветку метро. 9,7 это счастливое число в исламе. Мусульман, да. В этой стране 7 эмиратов, по определению страна счастливая. Ну, по крайней мере, для местных жителей. Да. Вот. Ну, а зеленая ветка была открыта 2 годами позже. Общая протяженность метро 75 километров. Оно действует без машиниста. Строила его компания Mitsubishi, японцы. Надо сказать, что вот у вас в районе ездит трамвай, вы его наверняка видели, он стоит с левой стороны, видите, там впереди. Вот его строили французы. Длина трамвайной ветки 14 километров. Технология контактного рельса, то есть нет там усиков наверху. Электричество в трамвае подается только тогда, когда он занимает всю поверхность полотна. Вот можно бежать по этому рельсу, по контактному, прямо вот за трамваем, да, ничего не убьет, все нормально. Вот, поэтому дорогая технология, но трамвай работает с машинистом. И еще сегодня, когда поедем по Пальме, да, по искусственному острову, мы увидим с вами монорельс. Вот его строили немцы. Длина монорельса 6 километров. Итого в Дубае, видите, 3 транспорта, которые идут по рельсам, по железякам, да? Трамвай, метро и монорельс. Ну вот, очередной кластер Дубая, с правой стороны от нас, это район Аль-Барша. Аль-Барша. Какие еще вопросы можете вы задавать? Вот, ну, как обычно, да, я просто вспоминаю. 2 недели уже как экскурсии идут. А это офисная башня с левой стороны. Арамка, по-моему. Аренка, как-то так. Кластер это район. А, не, кластер, я имею в виду, это не касты. Это вот, кластер это район. Не-не-не, тут нет кастовой. Не-не-не, кастовой системы нет вообще. Ну, как местные, вот, знаете, несмотря вот на весь этот 21 век на дворе, вот мы видим эти все дома, я бы не сказал, что вот в социальном плане общество как-то так продвинулось, знаете, вот именно вот в 21 век. У них до сих пор клановая родственная система. Родоплеменные отношения, они никуда не делись, да, конечно. В итоге в этой стране где-то около 40 кланов. Ну, конечно, высшие, да, позиции это правители этих эмиратов. В каждом из эмиратов свое правящее семейство. Вот в Дубае, например, Мактумы,
В Шарже там Касими семья, в Аджмане Нуами, Шарки семья, Фуджейри, ну то есть разные, да, семьи. Вот это, так сказать, элита, да. Ну и есть просто богатые семьи, такие как Мазруи семья, такие они приближены к солнцу. Семья Хаптур, Гаргаш, ну, не правители, как бы, да, но богатые просто. Футейм, Аль-Футейм, очень хорошая такая, ну, богатая семья. Ну, общество все равно, оно родоплеменное. Да. То есть вот во главе племени стоит, так сказать, вождь, да. А вообще вся вот эта структура племенная, она напоминает семью, где главный отец, да, глава рода. Просто это калька, как бы, да, в большем масштабе. О, мы решили поехать сразу, да, на Пальму. Ну, хорошо. Да. Ну ладно, ну, начнем, значит, с Пальмы, хорошо. Нам какая разница. Вот, мы заезжаем на 8-е чудо света. Вот только представьте, сейчас проедем вот эти все мосты, кстати, с левой стороны монорельс. И с левой же стороны посмотрите на перспективу Дубай-Марина. Вот примерно так будет выглядеть вид с лодки, да, когда мы на ней будем куролесить. И вот это вот колесо обозрения, прямо там будем разворачиваться. Колесо обозрения, кто бы сомневался, самое высокое колесо обозрения в мире, 220 метров. 210 его диаметр, 10 метров, ну, платформа, на которой он стоит, да. Люльки повесили 2 недели назад. Никто не знает, когда оно будет введено в эксплуатацию. Может быть, да, в начале следующего года. И с правой стороны, посмотрите, вот как раз Бурдж-Аль-Араб. Это очередная будет наша остановка. Отель в виде паруса, видите? Вот справа. Вот туда мы подъедем. По крайней мере, сейчас было видно, что он стоит в море. Да? Какой же, конечно, парус, если он стоит не в море. Да, в карантин, ну, конечно, все отели были закрыты. Но вот Дубай открылся в конце июля. И в первую очередь они открыли самые такие знаковые отели и, конечно, 5-звездные. Потом начали снижать градус, 4-звездные, вот сейчас открывают 3 звезды в Дейре, например. Да? Вот с правой стороны, если вы посмотрите вдаль направо, одна из веток Пальмы. Их тут 17, этих веток. Вот мы едем по территории, которой не было в 2001 году. А в 2006 уже стояли вот эти дома с левой стороны и с правой, да, они одинаковые. Они отличаются только названиями. Ну, какой тут Аль-Набат, например, вот справа, да, проехали. Все эти названия восходят к сортам финиковой пальмы. 120 сортов фиников произрастает в Эмиратах. 120 сортов. Ну, на все дома, конечно, названий хватило, да. С лихвой даже еще и осталось. Так вот, диаметр этой пальмы 6 километров. Но благодаря 17 веткам, которые идут от ствола, да, вот, они удлинили береговую линию на 77 километров, потому что каждая ветка имеет 2 выхода к морю, туда-сюда. Да? Сейчас все путеводители про Дубай дружно пишут: у Дубая 130 километров пляжной линии. И это правда. Но тут есть некое лукавство, потому что, видите, все же эти километры в основном являются частными владениями. Мы же не можем сюда приехать, здрасте, да, вот, и покупаться на какой-то там ветке. Вообще спросят, куда едешь, да, к кому. Вы сейчас увидите, на ветке ведут шлагбаумы, да? Там вообще такая строгая пропускная система. Ну вот, цель постройки Пальмы, конечно, их, вернее, 3 цели, да, они преследовали. Удивить весь мир. Дубаю этого не занимать, он привык к этому, да, надо как-то так поддерживать к себе интерес все время, у туристов тем более. Вторая причина.